Добрый день, друзья. Меня хорошо слышно? Да. Очень большая ответственность выступать последней, тем более после таких крутых спикеров. Вот. Но я буду стараться. Так, давайте. Моя тема будет посвящена, как планировать карьеру в следующем году. Буду с вами делиться о трендах в рынке труда, о востребованных навыках. В будущем мы будем с вами смотреть на будущее, будем смотреть в 2030 году. И поделюсь с вами полезной информацией, как системно вы можете запланировать карьеру в течение ближайших 5 лет. Сколько у меня времени? 20 минут уже там? Да, 20 минут. Да, давайте знакомиться немножко. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто является владельцем бизнеса. У кого своя компания? Один человек, спасибо. А теперь поднимите руки, пожалуйста, те, кто являются наемными сотрудниками. Наемными, да, наемными. Спасибо большое, спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто планирует искать работу. Планирует сменить работу тоже. Кто планирует сменить работу? Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Сегодня предыдущие спикеры говорили про много, да, с точки зрения работодателя. Позвольте мне говорить именно с точки зрения теперь соискателя. Вы, как соискатели, мы все наемные сотрудники, большинство, видите, кроме вас, большинство здесь присутствующих. Вот, поэтому мы с вами будем говорить именно про то, как планировать карьеру. Меня зовут Фатима Пономарева, я являюсь HR-директором компании NETS. Кто знает про компанию NETS? Ой, как приятно, спасибо большое. Мы на рынке 4 года плюс, являемся интернет-сервис-провайдером. Помимо интернета у нас есть прекрасные продукты, такие платформы, как Bittrex, Directum. Кто знает про Bittrex? Системы, которые помогают бизнесу автоматизировать бизнес-процессы. Есть очень еще крутая система CRM. Вот, для владельцев бизнеса очень полезный продукт. Вот. Плюс еще мы предоставляем бизнесу систему интеграции. Если вдруг вам нужна будет система пожарной безопасности установить, видеонаблюдение, Face ID и так далее, пожалуйста, обращайтесь к нам, к NETS. Помимо работы в найме, я совмещаю карьерное консультирование. Я являюсь практикующим карьерным коучем. Это человек, который помогает людям найти себя, выстроить успешную карьеру, да? Сделать так, чтобы карьера приносила радость, удовольствие и счастье, как говорила прекрасная Кулинор. Я являюсь воспитанницей школы карьерного менеджмента. Именно там я получила профессию карьерного консультанта и продолжаю получать профессию карьерного коуча. У меня есть еще сестра-близнец, очень похожая на меня. Поэтому если вдруг она с вами не поздоровалась, не так посмотрела, не обратила на вас внимание, нас очень часто путают, знаете, что это не я, а это мой близнец Зубра. Ну что, дальше. Говорим про топ-10 трендов на рынке труда. Какие тренды есть? Это мировые. Вот. Это нестандартная занятость. Сейчас в будущем очень будет популярна тема нестандартной занятости. Про что это? Это про то, что человек может и на текущий момент является трендом еще же удаленный формат работы. Да? Вот так нестандартная занятость это про то, что человек может в будущем работать с любой точки мира. Вот. Да. Непрерывное обучение также будет актуален. Поэтому, если вы сюда пришли, это говорит о том, что вы действительно следите за этим трендом, вот, потому что мы сейчас живем в таком гулком мире изменчивости, все быстро меняется, поэтому нужно постоянно идти в ногу со временем и знать про последние изменения, особенно касательно нашей
Повышение требований к условиям, повышение требований к условиям труда сейчас и в будущем. Раньше, если соискатели, кандидаты, да, то есть если раньше работодатели искали сотрудников, выбирали прям работодателей сотрудников, в будущем будет тренд, что кандидаты будут выбирать работодателей. Это актуально уже сейчас, да? Мы все понимаем, насколько не хватает кадров, а этот тренд будет идти и дальше. То есть работодателям станет еще намного сложнее искать именно тех профессионалов и привлекать. Поэтому и сейчас, да, многие работодатели стараются создавать систему благополучия, чтобы удержать талантливых сотрудников. Будет очень востребован еще тихий найм. Это про то, что люди будут рекомендовать. Да? Вот мы слышали, как в банке есть реферальная система, когда сотрудники привлекают своих, приводят своих знакомых и так далее. Поэтому тихий найм очень будет актуален. И будут соискатели, кандидаты выбирать именно те компании, которым есть доверие, где очень классная корпоративная культура, да, в тех компаниях, о которых мы с вами сейчас слышали. Сокращение рабочего времени. Мы все прекрасно знаем, что сейчас Бельгия, Великобритания, да, сократили рабочие часы, рабочие дни даже, 4-дневный рабочий день. И скоро это будет дальше. Будем работать 4 дня. Я очень надеюсь, что до Таджикистана это тоже дойдет. Да, рост числа квалифицированных трудовых мигрантов. В силу политических событий, которые сейчас происходят, да, мы даже и наблюдаем, что в Таджикистане очень много стало релокантов. И этот тренд тоже будет держаться до ближайших 5 лет. Инклюзивная рабочая сила. Это про то, что кандидаты-соискатели еще будут обращать внимание на то, насколько компании будут, например, гендерное равенство, да, харассмент, вот такие темы, даже на такие вещи обращать внимание, насколько она в компании есть или нет. Так, автоматизация, искусственный интеллект, этот тренд был, да, об этом мы говорили еще 3 года назад, а сейчас это уже мы с этим живем. Повышенная зависимость от софт-скиллов, мониторинг, очень многое сейчас и очень облегчил нам работу еще искусственный интеллект. Вот. Но искусственный интеллект не заменяет нас. Вот. Поэтому, живя уже с искусственным интеллектом, очень будет востребовано еще и развивать свои софт-скиллы. Поэтому работодатели будут обращать внимание на мониторить производительность труда сотрудников. То есть те сотрудники, которые будут неэффективны, соответственно, уже думать, как это передавать искусственному интеллекту. Какие востребованные навыки будут в ближайшие 5 лет? Это гибкие навыки, да, это адаптивность, это гибкость, учитывая то, что мы сейчас живем в изменчивом таком мире. Поэтому очень все быстро меняется, и очень важно сотрудникам, да, нам как наемным сотрудникам, быть готовым к тому, чтобы быстро адаптироваться под эти изменения и принимать эти изменения. Навыки критического мышления и анализа будут актуальны. Эти навыки искусственный интеллект не заменит. Развитие в сфере искусственного интеллекта будет держать тренд, да, цифровая грамотность и умение работать с данными тоже будет в тренде. Кроссфункциональное сотрудничество и командная работа будет в тренде. Даже несмотря на то, что искусственный интеллект многие задачи забирает у нас. Эмоциональный интеллект и софт-скиллы очень востребованный тренд остается. Управление изменениями и инновациями. Почему? Потому что мы живем в мире технологий, да, и в изменчивом мире. Навыки решения комплексных задач. Почему? Опять-таки все связано с тем, что изменчивый мир все быстро меняется, и даже
даже компании стратегию строят не как раньше, да, год, мы на год строили стратегию. Кто сейчас строит стратегию на 3 года? Есть? На 3 года. Вот сложно, потому что изменчивый мир, вот, и сейчас в тренде в компании стараются строить стратегию хотя бы на год. Дальше, ну и культура непрерывного обучения. Почему? Потому что, опять-таки, мы в таком мире живем. Теперь расскажу про то, как планировать карьеру. Поделюсь с вами 7 шагами, да, чтобы это было системно и эффективно. Все начинаем с постановки цели. Если вы запланируете искать работу, да, планировать свою карьеру, даже если вы являетесь наемным сотрудником или там внутри компании планируете развивать свою карьеру, первый шаг, с чего мы начинаем, с постановки цели. Да, все мы знаем такую методологию SMART. Наша цель должна быть, о чем говорит SMART? Наша цель должна быть реалистичной, достижимой, измеримой, привязана к определенному сроку, да, и такой конкретный. То есть как в плане карьеры мы ставим цель? Я хочу стать HR-директором. Да, насколько эта цель для меня реалистична? Если у нас внутри компании эта позиция, возможно ли занять? И теперь насколько она достижима? Измерение про зарплату, может быть, какую зарплату я хочу на этой позиции, да? Какие плюшки, бонусы и так далее. По времени, в течение какого времени я хочу занять эту позицию. Да? Если вы соискатель только идете искать работу, а какую профессию я хочу, ну и дальше. Особенно молодым специалистам, которые только идут искать работу, ну и полезно будет, конечно, и всем тем, кто хочет начать стратегию поиска и смены работы, задать, ну так, описать желаемое место работы. Это очень важно. Задавать такие коучинговые вопросы, как, ну, какие задачи вы выполняете. Это очень важно. С каким руководителем вам эффективно работать? Потому что для многих это тоже очень важный фактор. Чему бы вы хотели научиться на новом месте? Если у вас карьерный план, как вы видите свое дальнейшее профессиональное развитие? Опишите ситуации, когда вы были довольны или недовольны работой. Ответы на этот вопрос тоже много инсайтов вам даст. Дальше представьте, что вы свою цель достигли. Вы нашли ту желаемую работу, устроились. Это такое, в картине будущего кто я? Я HR-директор? Окей. Что я делаю, какие задачи выполняю? Потому что у любой профессии могут быть разные задачи. Вот, например, к HR-директору не относятся за такие задачи административные. Но мы, кто? Вы помните, да? Административные. То есть в некоторых компаниях административные задачи тоже выполняет HR. Это не относится к функции HR. Что я чувствую, когда я уже в этой роли, где я, какая-то компания, какая отрасль, какая корпоративная культура у этой компании, с каким руководителем и командой я работаю, чему я бы хотела научиться теперь в этой компании, какие навыки свои в этой роли я бы хотела развивать. После того, как у нас будет понимание и ответы на эти вопросы, мы двигаемся дальше, анализируем свой потенциал. Как можно это сделать? Коротко. Есть такой маркетинговый инструмент, маркетинг 6P. Кто слышал? Да? Супер. В маркетинге мы очень много заимствуем, очень много, да, заимствуем маркетинговых инструментов. Вот. Так вот, я предлагаю себя, как соискателя кандидата, соотнести, ну, то есть по этому методу, да, анализировать, о чем этот продукт. 6P. Первое P – это понимание на уровне продукта. Да? Мы продукт, как кандидат на рынке труда. Какие у нас есть ценности, какие компетенции, навыки, да, наши классные или западающие,
Достижения какие у нас есть? Ключевые преимущества. Что нас от других кандидатов отличает? И какой у нас внешний вид? У любого продукта есть внешний вид. Вот наш внешний вид, да? Очень важно про это понимать. Почему? Потому что когда у нас есть понимание, быстро, у нас, мы будем, то есть можем себя лучше продать работодателю. Дальше ищем ключевые свои преимущества. Есть такой классный инструмент шкалирования, да, самый простой метод, как мы можем оценивать по 10-бальной шкале, берем каждый свой навык, оценивать. Например, что важно HR? Эмоциональный интеллект, да, один из востребованных навыков. Вот эмоциональный мой интеллект. Насколько я оцениваю по 10-бальной шкале? Ну и дальше у вас будет понимание, насколько этот навык у вас развит или не очень развит. Есть классный инструмент свод-анализ, по нему тоже можно оценить свои навыки, понять свои сильные стороны, слабые стороны. Сильные стороны, какие возможности нам дают на рынке труда, и слабые стороны, какие угрозы нам дают, да, для того, чтобы выстроить успешную карьеру. Теперь, после того, как у нас будет понимание про себя как продукта со всеми уникальностями, да, преимуществами, мы идем себя транслировать на рынке труда. Начинаем с резюме. У кого есть резюме прям актуальное, честно, поднимите руки. Есть. Ну, потому что вы HR. Обычно, когда я задаю вопрос, не у многих есть резюме. Поэтому сейчас что важно? Учитывая все тренды, очень важно, чтобы ваше резюме было по компетенциям. То есть резюме именно по компетенциям называется. И очень важно, чтобы продать себя, то есть, да, классно себя продать работодателю, оформить резюме по компетенциям. То есть описать туда больше про ваши сильные стороны, про ваши компетенции, именно про это. Не составлять биографически, например, да, а именно описать, усилить своими достижениями, какие ваши компетенции позволяют вам достигать таких классных результатов. Следующий шаг. После того, как вы сделали резюме, идем продвигать свой бренд как продукта на рынке труда. Следующий пункт — это промоушен, продвижение себя на рынке труда. Может, есть джоб-сайты. Как искать работу? Самое стандартное, да, это на джоб-сайтах компаний. Дальше LinkedIn. Сейчас очень все работодатели сидят сейчас в LinkedIn. Поэтому у кого есть профиль LinkedIn? Самое честное, недавно совсем начала продвигать. Ага, супер. У кого нету, обязательно актуализируйте и заполняйте свой LinkedIn. Выступления на конференциях, преподавание, блоги, участвовать на форумах, семинарах. Еще следующий people. Если вы внутри компании, кто хочет расти внутри компании? Внутри, честно, внутри компании, да? Смотрите, если у вас есть цель расти внутри компании, вы можете тоже про это говорить. Вы можете, я когда работала в предыдущей компании, в Мегафоне, работала 12 лет, и все мои коллеги знали, что я стремлюсь на позицию HR, да, коллеги Гаджина, Мурифа, все знают. Вот. Потому что про это я всегда говорила, я ходила, говорила, даже кто-то исполнительного директора знал. Теперь, почему про это важно говорить? Потому что ваше окружение, зная это, может поддержать. То есть вы можете набрать таких стейкхолдеров, которые будут вашу позицию поддерживать и продвигать внутри компании даже. Если у вас не будет возможности внутри компании вырасти, а у вас есть шутка, у меня была такая карьерная мечта занять позицию HR-директора. Вот. Ко мне прилетел оффер от другой компании, вот, потому что другая компания знала, что я стремлюсь к этой позиции. Это вот про это. Дальше. Вот вы, да, вас окружают 10-15 человек, самые близкие, которые знают про ваши карьерные мечты и цели. Если вы про это будете говорить, дальше это будет вот так идти до бесконечности, и тем самым вы увеличите свой шанс быстрее добиться своей цели. Дальше. Следующий шаг после того, как вы
поработали, да, над своим личным брендом, идете готовиться к собеседованию. Времени мало, поэтому я, организатор делается презентации, я подготовила для вас такие чек-листы, как подготовиться к собеседованию, чтобы быстрее добиться своей цели. И как повести себя на интервью, тоже очень важно. Собеседование – это очень стрессовое мероприятие, и к нему прям нужно тщательно подготовиться. Следующее. Есть такие 3 основные момента взаимной оценки на интервью. Очень важно про это мне проговорить. Есть работодатель, да, есть мы, как соискатели. Вот, что думает работодатель, когда проводит собеседование? Может ли этот кандидат выполнить эту работу? То есть ту боль, которая у меня есть. Ну и соискатель тоже думает, могу ли я выполнить эту работу? Может ли работодатель думать, может ли он выполнить эту работу именно у нас, потому что компания, среда может быть разная. Соответственно, кандидат тоже думает, могу ли я выполнять эту работу именно здесь, именно в этой компании, с другой командой, с другими целями. Работодатель думает, может ли он работать со мной, да, нравится ли он мне, соискатель. То есть в будущем, ну и сейчас уже, да, этот тренд есть, обоюдно будут оцениваться, особенно будут оценивать кандидаты, да, насколько комфортно будет соискателям, кандидатам работать именно в той или иной компании. Следующий шаг, после того, как вы прошли собеседование, есть такой, да, job offer, всеми нами известный. Вот так вот, я когда карьерные консультации провожу, очень часто встречаю случаи, когда кандидат приходит, ну, у нас запрос, мне заработную плату не повышали. Почему? Когда меня нанимали на работу, обещали одну историю, да, с зарплатой, а после испытательного срока до сих пор не пересматривают. Вот. И на вопрос, а вы получали job offer? Нет. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, запрашивать job offer. Даже когда я готовлю кандидатов на собеседование, когда прилетает уже предложение, вы запросите обязательно оффер. То есть это обычный, да, стандарт, процесс, HR-процесс. Поэтому не стесняйтесь запрашивать job offer. Это просто, ну, закрепит такие ваши договоренности по условиям сотрудничества. После того, как вы получили job offer, или же внутри компании заняли ту позицию, да, к которой вы стремились, готовите индивидуальный план развития. Как теперь подготовить индивидуальный план развития? Ну, HR знает про этот инструмент с точки зрения соискателя. Как я вижу себя относительно данной должности, тоже отвечаю на этот вопрос, где нахожусь по каждому пункту. Вот когда вы проводили оценку своих компетенций, своего потенциала, да, тогда у вас будет понимание, а где ваша западающая сторона, а какие навыки вам нужно будет развивать. Вот, по этим навыкам, которые у вас совпадают, вы готовите индивидуальный план развития и работаете над развитием этих западающих компетенций. После того вы можете проанализировать свой карьерный путь или же проанализировать свой индивидуальный план развития. На это, к сожалению, времени нет, поэтому я сейчас опубликовала вам подарок. Гайд. Там есть такой инструмент полезный, колесо карьеры называется. Слышали про очень новый инструмент колесо баланса? Да? Вот так есть колесо карьеры, очень такой инструмент, с помощью которого вы можете самостоятельно проанализировать вашу карьеру именно. Почему это важно? Потому что в работе есть несколько факторов. Да? Руководитель, заработная плата, график работы, задачи, коллектив, премии, бонусы, признания и так далее. Вот очень много факторов есть. Поэтому, когда какой-то из этих факторов нас не устраивает, многие думают, что все, мне эта компания не подходит. Или мне эта профессия не подходит, я иду искать дальше другую работу. Даже когда прилетает предложение с зарплатой всего с разницей на 5-10%, мы бежим, принять это предложение. Поэтому
предлагаю остановиться, проанализировать свою карьеру, понять, что вас не устраивает. Вот. Чтобы это понять, вам поможет этот инструмент. Кольцо карьеры забирайте с моего канала. Коллеги, у нас есть время на вопросы. Один вопрос. Кому даем возможность? Вы выбираете. Я выбираю, молодой человек первый поднял. Да, вы очень хорошо отметили, во-первых, очень хорошая познавательная презентация. Спасибо большое. Вы четко отметили, что когда проходит собеседование, вот очень важный момент, что многие теряются. Да? Мы знаем, что он отлично сдал тест, там есть профессии какие-то, то есть теория, практика, Excel какие-то, например, задачки. Но когда приходит на собеседование, человек теряется. Почему? Потому что у него нет вот этого ораторского качества. Нет, я Он скажу. не может высказаться, и он какие есть пути смягчения основных? Да, смотрите, вот хороший вопрос задали. Вот волнение может быть в меньшей степени намного, если волнение от чего появляются, коллеги? От того, что нет уверенности. А уверенность как можно развивать? Когда у нас будет понимание про себя. Какой я классный кандидат, какие у меня классные навыки. Сейчас, приходя на собеседование, я могу описать свои сильные стороны. Я могу работодателю дать понять, какие боли его я могу решить с помощью своих классных компетенций. Если вот это понимание будет, поэтому я думаю, имеется в виду со стороны работодателя, как он может слышать, потому что человек, не знаю, есть отличные есть, да, но когда public speech, например, он может, когда видит людей, там, профессионалов, теряется просто, потому что в основном новички тоже, у них вот такая поверхность есть, что они приходят на собеседование, теряются. А теперь как работодатель. Да, работодатель, что мы вот мы с коллегой Стамано, когда встречаем кандидата, мы говорим: здравствуйте, да? Жарко, холодно, спрашиваем, комфортно ли в нашем конференц-зале. Мы можем выключить кондиционер или включить, наоборот, кондиционер. Помогаем, прям снимите, пожалуйста, куртку, потому что лишний вес тоже мешает на интервью себя комфортно чувствовать. Вот. Прям вот эти моменты мы уже до начала интервью отмечаем. Кофе, чай, водичку предлагаем. Это у нас по умолчанию. Вот. Волнуйтесь, не волнуйтесь, и рассказываем, как будет проходить собеседование, пока заказчик не пришел. Сейчас у нас будет собеседование с каким-то руководителем, вот, и так далее. То есть мы 5 минут до начала интервью снимаем вот этот стресс кандидата. Ой, какая сложная задача. Спасибо большое, на самом деле, спасибо большое, все было так интересно и полезно, сказала такие очень классные навыки нам сегодня. Мой вопрос в следующем. Так как я супер часто подаю и часто уже отказы, насколько уместно и допустимо вот эту фразу «фидбэк», просить об обратной связи, да, и как нужно отвечать этому человеку. То есть я прошу дать мне небольшой фидбэк по тому, как я пошла интервью, почему я не подхожу под эту позицию, чтобы это помогло мне улучшить, да, свои навыки в будущем. И работодатель вот это сделать. Спасибо большое. Очень классный вопрос. Смотрите, тоже очень, если вы нацелены на свое развитие, запрашивайте обязательно обратную связь. Что мы говорим с точки зрения работодателя, да, по результатам интервью? Мы сами озвучиваем HR, что обратная связь от нас будет в течение такого-то времени, да, условно. Если в течение ровно 7 дней мы вам не позвонили, пожалуйста, можете обратиться к нам за обратной связью, мы вам развернем информацию, да, но это не все HR делают, это тоже надо признать, да. Вот, поэтому, смотрите, мы как кандидаты имеем право запрашивать обратную связь. Дождались, выждали, 7 дней прошло, условно, звоните работодателю или пишите, дать вам обратную связь. Не стесняйтесь этого делать. Да, вы хотите его развитие узнать. Мне кажется, а если вы скажете, что мне это очень важно для понимания, да, своих западающих компетенций, пожалуйста, дайте мне. Прям настаивайте. Это будет полезно вам услышать и понять свои запросы. Бывает
Бывает, знаете, как еще? Бывает такая история, что вы можете быть суперкандидатом. Вот у Тахмина была история, когда при обратной связи говорили, вы нам не подходите, потому что вы большой профессионал. Нам нужен такой middle. Такая история тоже может быть. Это тоже нормально. Здравствуйте, я благодарю вас за вашу презентацию. Вопрос касаемо поколения студентов, которые вот только собираются трудоустроиться. Они, большинство из них, нет у них нет этого стажа, трудового стажа. Они не чувствуют себя уверенными, да? Получается, как они могут себя подготовить к этому, к начальному пути карьерного роста? К чему они должны быть готовы и как себя они должны подготовить к этому? Спасибо за вопрос. Если вы будете следовать этим 7 шагам, то это и есть этап подготовки. Любой процесс нужно начинать с подготовки. Поэтому я с вами поделилась именно теми шагами, которые поможет вам подготовиться к поиску. Ну, это, к примеру, я имею в виду, что есть специалисты, которые у них уже есть стаж работы, они могут составить свои резюме. А студентам нечего туда заполнять. Вот, спасибо за вопрос. Смотрите, это ограничивающее убеждение многих студентов. Кто студент? Спасибо. У меня братик окончил вуз и вышел в рынок труда искать работу. Он учился в Казани. В общем, задача у нас стояла подготовить резюме. Потому что они думают, что ты хочешь, какую работу? Он говорит, я хочу в футбольную федерацию. Он безумно любил футбол и до сих пор любит. Вот. Но у него не было опыта работы. Я его резюме так описала, то есть туда зашила все его награды футбольные, все эти игры, футбольные матчи, в которых он участвовал. Он сам легко выиграл конкурс и сейчас успешно работает в футбольной федерации. Поэтому подумайте, где ваша сильная сторона, да, где область ваших интересов, в зависимости от той позиции, на которую вы будете подавать, прям разрешите, да, сделать акцент высокий. Мне тоже не было. И у меня-то есть это. Вот, да, супер. Спасибо. Студентам, которые... Студенческий вопрос. Давайте. Вот, смотрите, пользуясь случаем, хотелось в первую очередь, чтобы вы благодарите всех спикеров за платформу презентацию, в том числе и вас. А вопрос такой. Мы видим, что сегодня большинство компаний берут сотрудников сначала, то есть сотрудники проходят тренинги и потом начинают работать. И я наблюдаю сегодня за ярмаркой вакансий, да. Чаще всего говорят, вот у нас тренинг, приходи, мы тебя научим, и ты будешь работать. Но у меня нет, допустим, времени из-за моих учеб. И в то же время вот студенты, которым 19-20 лет, они обучаются в университете, получают теоретические знания, но они видят, как такие же 20-летние, которые не учатся в университете, они просто приходят в какую-то компанию, проходят тренинг, и у них уже работа. И они уже делают деньги, в то время как ты просто штудируешь какие-то трактаты Макиавелли и просто сидишь дома на шее родителей. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. Насколько в сегодняшнем мире актуален диплом, насколько нужен университет сейчас именно в Таджикистане, и как ваше мнение, как специалиста, что вы можете нам сказать? На самом деле, давайте поделюсь личным мнением, потому что есть компании, которые большой акцент делают именно на образовании. Хорошо? Вот. Но я сторонник, как представитель работодателя компании, я сторонник того, что диплом не имеет значения. Вот честно. На первом месте, конечно же, желание стремления самого человека и его субтитры. И даже упор я делаю на личные качества, компетенции и отборе кандидатов. Потому что, да, помимо того, что это тренд, личные качества сложнее развивать, чем профессиональные качества. Поэтому при отборе мы обращаем внимание именно на личные качества. У меня даже был опыт в предыдущем месте работы в IT. Мы брали девочку, студентку, без образования, да, не студентку даже, да?
Вообще, то есть без образования она самоучка, прям сильно училась. В таких историях? Или это, наверное, зависит от позиции, когда мы понимаем. Есть позиции, где действительно тренинги ты можешь научиться, а есть должности, если это технические, где ты инженер, в сфера, либо ты должен полностью знать подготовку, как провести анализ грунтовых вод, за 2 курса, за дневный тренинг. Конечно. Поэтому в зависимости от какую позицию, если значит, Да, в начале карьеры, поэтому да, в начале карьеры можно устроиться, а потом образование все-таки нужно получить. Да? То есть в начале карьеры это не столько важно. Коллеги, к Но еще сожалению, компания будет способствовать. Спасибо большое. Теперь всем 4 людям, которые ответили, которые задавали вопросы. А еще да, еще карьерную консультацию мне нужно продать. Ой, продать. Подарить за лучший вопрос, да? Я вот прям давайте не за лучший вопрос, а кому это актуально, а вот студентам потом. 2 минуты вашего внимания. Спасибо вам большое. Очень интересная презентация. Я для себя тоже поговорила. Эти темы, они очень актуальны, очень важны. И хорошо, что мы о них сегодня поговорили. Ребята, кто не успел задать вопросы, еще встретимся с вами во время кофе-брейка. Вам спасибо большое за ваше время.